После краткой инструкции участники приступают к выполнению заданий. Диктант победы состоит из 25 пунктов. 15 из них с выбором правильного варианта из нескольких и 10 с кратким ответом. Правильный ответ нужно отметить крестиком. Кроме кириллицы и цифр, использовать иные символы запрещается. Впрочем, ничего сложного, главное знание. Вопросы были довольно-таки обширные, объемные, но для меня, как для историка, они были не совсем сложными, но впечатление осталось довольно-таки хорошее. Я, наверное, скажу по-другому. Они не легкие, не сложные, они очень важны, потому что это все-таки историческая память и, наверное, одно из важнейших событий в истории нашего народа и народов нашей страны. В целом в 20 веке, да и, возможно, за всю историю. Поэтому они не легкие и не сложные, они очень важные. И, разумеется, мы это все проходили, и на наших лекциях преподаватели все это озвучивали. Так что было достаточно. Нашей компетенции как студентов, думаю, было достаточно, чтобы ответить на эти вопросы. Диктант победы проходит как по всей России, так и в странах ближнего зарубежья. Открыты десятки тысяч площадок, более 50 только в нашем регионе. Основные темы диктанта – Сталинградская и Курская битвы, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. У нас в регионе, получается, больше 2000 человек принимают в этой акции. И еще, что похвально, тоже, что в этом году у нас стало больше площадок, у нас около 61 площадки. Целевая группа участников разная. На задних рядах аудитории студенты и школьники, на передних представители законодательной власти и партии «Единая Россия». Запрещено использование мобильных телефонов, шпаргалок. Написать диктант можно, рассчитывая только на уже имеющиеся знания. Большое спасибо, что позвали нас. Я писал его и в прошлом году, как и позапрошлом году. Честно, меня каждый раз удивляет этот тест. Там, возможно, я уверен в своих знаниях истории, но каждый раз там бывают новые вопросы, которые бывают даже интересны мне, которые я не знал, факты, которые... В этом году тоже были очень интересные вопросы. Я думаю, я справился с ответами. Мне понравилось. Цель акции – вызвать интерес у россиян и граждан других государств к событиям героического прошлого страны, дать людям возможность проверить свои знания по истории, узнать новые факты о подвигах предков. Все сегодня дружно вспоминали и учебный курс истории России, и те героические события, героические лица людей, их участие в Великой Отечественной войне. Память – удивительное свойство человека, удивительное свойство общества. Память – это то, что живет в будущем. Поэтому чрезвычайно важно, когда мы воспитываем молодое поколение, подрастающее поколение, молодежь, чтобы она видела горизонт будущего. Молодежь должна обязательно знать историю прошлого, память о прошлых событиях, особенно о героических победах, победе в Великой Отечественной войне и целой череде других побед, которые отмечены в истории российской государственности. Акция «Диктант победы» стартовала в 2019 году. Цель – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Принять участие в акции можно офлайн и онлайн на официальном сайте. Очень важно, чтобы мы все понимали важность, значимость понимания истории Великой Отечественной войны, понимания истории Второй мировой войны. В свете проводимой специальной военной операции это крайне актуально. Это вопросы, непосредственно связанные с нашим прошлым, с нашим великим прошлым. Это вопросы, связанные с итогами, как я уже сказал, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. К большому сожалению, некоторые страны мира стараются переписать историю в угоду себе. Поэтому мы обязаны помнить, чтить, знать, чтобы помнить, как правильно говорят. Победители диктанта на федеральном уровне будут награждены дипломами и ценными призами, а также приглашены в качестве почетных гостей на парад Победы в Москве. А школьники, набравшие максимальный балл, получат преимущество при поступлении в вузы. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.